Вы смотрите актуальное интервью, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В столице Якутии в ноябре завершился республиканский конкурс «Лучшие товары Якутии-2025», который является частью всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Также якутян ожидает традиционный фестиваль «Зима начинается с Якутии». Об итогах престижных конкурсов и о главном туристическом событии республики мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Максим Карбушев, первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха. Максим Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала поговорим про лучшие товары Якутии. Какова основная цель проведения вообще этого конкурса? Конкурс в Российской Федерации у нас проходит с 1999 года, то есть уже в этом году 26 лет исполняются. На самом деле он нацелен на то, чтобы на рынок выходили именно качественные, востребованные товары и услуги. И если в Республике Саха-Якутия у нас конкурс достаточно раскрыл свой потенциал, то возможности для выхода на федеральные рынки наши предприниматели, конечно, еще в полную силу не используют. Поэтому мы ставим задачу максимально вовлекать предпринимателей для выхода на рынки. А если мы говорим о товарах, то какие предприниматели могут принимать участие? Какие-то производители? Значит, здесь у нас несколько номинаций есть в рамках этого конкурса. Ну и участвовать в конкурсе могут все предприятия, организации, субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и даже самозанятые граждане, которые производят продукцию либо оказывают услуги. Давайте тогда про номинации. По каким проводятся? Всего 6 номинаций в рамках этого конкурса. В первую очередь это продовольственные товары, промышленные товары, это товары материально-технического снабжения и также в такой же последовательности услуги. Это услуги по изготовлению народно-художественных промыслов, услуги, оказываемые населению, и услуги производственно-технического назначения. То есть достаточно большой спектр. Спектр большой. Вот давайте поговорим с вами про продукты, потому что есть, например, мясо, молоко, там выпечка какая-нибудь. И здесь только один товар станет победителем, признанным лучшим за год? Нет, ни в коем случае. То есть, к примеру, если посмотреть итоги текущего года, да, у нас в республике 46 предприятий участвовали в республиканском конкурсе, и в номинациях было 78 товаров и услуг представлено. Если же посмотреть уровень федерального, то есть победители нашего конкурса участвовали на федеральном конкурсе, это 7 предприятий и 10 дипломантов. То есть на самом деле может параллельно несколько различных товаров занять призовые места. Но конкурс же проводится в несколько этапов. Да, конкурс проводится в 3 этапа. Изначально на муниципальном уровне отбираются лучшие, скажем, производители муниципального уровня. В дальнейшем конкурс республиканский, как раз определяется 100 лучшие товары Якутии, да, и победители республиканского конкурса делегируются для участия на федеральном конкурсе «Лучшие товары России». А вот какие критерии для оценки чаще всего? Здесь критериев много. В первую очередь это востребованность продукции, это качество продукции. Этот конкурс проводится вместе с Роскачеством, поэтому вот эти моменты качества очень высоко оцениваются в рамках конкурса. Это дизайн, это упаковка, востребованность, очень много параметров. И, в принципе, участвовать совсем несложно. Главное представить как продукцию, так и определенные показатели, по которым можно оценить. Есть жюри соответствующие, которые проводят оценку. Да, вот, кстати, о жюри. Им же надо оставаться беспристрастными в этом вопросе. Конечно. А сам конкурс «Лучшие товары Якутии» — это ведь отдельное мероприятие? Оно не является каким-то отборочным этапом для того, чтобы потом попасть в конкурс 100 лучших товаров России. Совершенно верно, совершенно верно. То есть это республиканский конкурс, это отдельное мероприятие, но победители его могут участвовать на федеральном конкурсе. Тогда давайте о победителях. Кто стал победителем в этом году? Победителей достаточно много. Традиционно в производстве пищевой продукции у нас традиционно победители Якутский хлебокомбинат, такие также крупные компании, как Якутская птицефабрика, Якутский гормолзавод, кладовая Алекмы. У нас появились новые самозанятые и предприниматели, которые производят сувенирную продукцию. И в номинации услуг для населения также появились и детские сады, и клининговые компании даже. То есть это те услуги, которые оказывают, пользуются востребованностью среди населения. А ведь победители конкурса получают право использовать на упаковке своей продукции
золотую эмблему. Да, это очень хороший маркетинговый ход, который можно использовать в течение года. Победители конкурса «Золотая эмблема», дипломанты конкурса «Серебряная эмблема». В течение года они могут ее использовать, и это очень хорошая возможность продвигать свой товар на, как минимум, российском рынке. И в Якутии есть своя эмблема. Да. То есть вот раньше я, например, покупаю пачку печенья в магазине и вижу, что там вот небольшой такой значок «Лучший товар России, признанный в таком-то году». Да. Это вот оно и есть? Да, да. Угу. Ну, давайте поговорим еще о преимуществах. Помимо вот такого маркетингового хода, какие еще есть плюсы стать победителем, вообще участником такого Ну, для конкурса? предприятий, во-первых, открываются рынки, открываются возможности, да, для продвижения своей продукции. Потом даже участие в этом конкурсе, попадание в каталог лучших товаров предполагает, ну, продвижение продукции. То есть в большей части это чистой воды маркетинг. Безусловно, качество, то есть это стремление к повышению качества производимой продукции и оказываемых услуг. Таким образом, мы получаем насыщенный рынок с высоким качеством продукции либо услуг. Мгм. Ну хорошо, с товарами закончили. Давайте теперь про фестиваль «Зима начинается с Якутии». Действительно, это уже визитная карточка нашего региона. Какие мероприятия ожидаются в программе в этом году? В этом году мероприятия фестиваля будут проходить также в течение недели. Начнутся они уже в это воскресенье, закончатся 1 декабря традиционным зажжением елки и передачей символом холода от Чесхана российскому Деду Морозу. Да? В этом году более 70 площадок будет задействовано для проведения фестиваля. Очень активно участвуют муниципальные образования. В рамках фестиваля, помимо туристического события, да, и зажжения елки, будут проходить неотъемлемые части. Это гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», творческий фестиваль «Серебряные нотки», да, и другие достаточно интересные массовые мероприятия, которые рекомендуется посетить как жителям города Якутска, нашей республики, ну и, безусловно, туристам. В прошлом году мероприятие фестиваля посетило 70 тысяч туристов. В этом году планку какую ставите? Ну, не меньше точно. Хорошо. Давайте поговорим с вами про «Вкус Якутии», потому что есть такая отдельная графа, которая называется гастротуризм. Этим наша республика может похвалиться? Конечно. Мы входим в рейтинговые показатели регионов, где достаточно перспективен, ну и, в принципе, хорошо развивается гастрономический туризм. У нас мы его вписали вот в рамках нашего фестиваля очень хорошо, потому что наша кухня, она в большей части ассоциируется с холодом, да, и вот, как говорили наши мастера гастрономические, если в большей части кухонь продукция изготавливается при высоких температурах, у нас, наоборот, она изготавливается при низких отрицательных температурах. И поэтому вот этот фестиваль «Вкус Якутии» очень хорошо вписывается. Фестиваль «Зима начинается с Якутии». В этом году у нас увеличилось количество ресторанов, участвующих в этом конкурсе. Было принято решение оргкомитетом о продлении гастрономических сетов, ну, в календарном измерении, то есть до 15 декабря все рестораны, участвующие в рамках конкурсных мероприятий, будут предоставлять такие гастрономические сеты. И как же мы там выберем лучший ресторан? Для этого тоже есть комиссия? Да, есть комиссия, в нее включаются организаторы конкурса, Ассоциация гостеприимства Республики Саха-Якутия, которая дегустирует продукцию, гастрономические сеты, да, и оценивают качество продукции, подачу продукции, оформление, сервис того или иного заведения общественного питания. Максим Геннадьевич, а вот вы сказали про муниципальное образование. Там как будет отрабатываться программа? Например, у нас в Аймиконе есть резиденция Чесхана. Муниципальные образования традиционно подключаются к этому конкурсу. Как минимум это зажжение елки. Да? Это произойдет сразу же после зажжения главной елки Республики Саха-Якутия.
на площади Республики. Вот. Ну и также у нас проводятся различные творческие конкурсы, посвященные зиме, посвященные Якутии. Даже в этом году к этому подключились, ну, к примеру, жители Венебатантайского улуса. Они будут активно проводить творческие конкурсы рисунков. Точно, не забываем про то, что зима наступает, еще же ведь будет конкурс ледовых и снежных скульптур. Да. Обычно в нем принимают участие еще и участники из других стран, из Китая, из Монголии к нам приезжают. В этом году ждем зарубежных гостей? Да, традиции мы менять не будем. Отлично. Максим Геннадьевич, возвращаясь к лучшим товарам Якутии, если я не ошибаюсь, то якутские конфеты были признаны лучшей маркой. Да, продукция якутского хлебного комбината, это наши традиционные конфеты, они заняли первое место и вошли в топ-100 лучших товаров России. Угу. Тогда, учитывая, что у нас состоялся конкурс «Лучшие товары Якутии», начнется уже в это воскресенье фестиваль, который ожидает не менее 70 тысяч гостей в нашей республике. Вот вы, как человек, работающий в сфере туризма и предпринимательства одновременно, скажите, что бы вы могли посоветовать увезти в качестве сувенира у нас из республики? Ваш личный, скажем так, топ-3. Ну, безусловно, это наша продукция, пищевая продукция. Вот традиционно пользуются конфеты, да, сказки Тоймады от якутского хлебокомбината. Традиционно это наша рыба. Да? Ну и из сувенирной продукции это, возможно, якутские ножи, это различные обереги. То есть такой набор, он сейчас представлен в большинстве магазинов. Сейчас мы прорабатываем, чтобы и даже в супермаркетах на кассах продавалась сувенирная продукция и продукция, которая, ну, брендирована может быть под Якутией. Да, кстати, вот этого не хватает, когда выезжаешь за рубеж, там вот этого навалом. Максим Геннадьевич, и последний вопрос. Где можно посмотреть программу предстоящего фестиваля? Потому что на некоторые мероприятия же надо записываться онлайн. То, что касается мероприятий, они все открыты в большинстве своем. Единственное, с необходимой записью, с билетами, это мероприятие в рамках «Вкуса Якутия», да, поскольку площади наших ресторанов ограничены. Поэтому здесь приложение «Мост», афиша ЕКТ, где есть возможность записаться на те или иные мероприятия. А в целом программа фестиваля, она размещена на сайте администрации городского округа Якутск, на сайте Министерства предпринимательства. Ну и нужно следить за нашими каналами Минпреда и Агентства развития туризма. Отлично. Большое спасибо, что нашли для нас время, рассказали о предстоящих мероприятиях. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.